Здравствуйте всем. Так, сегодня у нас 29 апреля. Еду в аэропорт. Добрый человек вот меня возит. Ну, не за бесплатно, естественно. Дальше, как развиваться будут события, я вам всем расскажу, покажу. Вот. Как говорится, не ждали, не гадали. Ну, появился небольшой заказ. Все, что будет происходить, буду говорить на камеру. Так, ой, так, все, продвигаемся в аэропорт. Надеюсь, в каждой серии я буду более профессионально снимать видео и тому подобное. Сегодня у нас тепло, сколько, ну не знаю, плюс 4, плюс 5, наверное. Отработал сегодня несколько дней, несколько ночей, вернее. Состояние такое не очень. Вот, поэтому, ну, как-то так, кое-как собрался. Будем лететь в аэропорт. Вот я сейчас даже подъехал к аэропорту. Буду снимать более тщательно, где я, что я. Надеюсь, я сниму, как я приехал в город Якутск. Еще раз привет. Уже нахожусь в аэропорту Владивостока. И при посадке в самолет произошла небольшая казия. Что случилось? Решил я проверить объявление на дроне. Смотрю, вычеркнуто. Хотя я 3 раза звонил, договаривался. Ну, думаю, может, меня ждет эта женщина. Думаю, позвоню. Время уже позднее в Владивостоке. Ну, позвонил. Я говорю, что, вы продали, что ли, машину? Она говорит, да. Я говорю, а позвонить не судьба была, что там, ну, типа, не можете хотя бы. Я говорю, я уже в самолет сел. Я думал, это вы. Короче, все понятно. Такое может произойти с каждым. Будем искать что-нибудь другое. Сегодня я хочу поехать на поезде с аэропорта до Владивостока на Аэроэкспрессе. Сейчас пойду узнаю, сколько стоит. Буду прозванивать. Что-то я бы сказал, что я прям расстроен сильно. Значит, не наша машина. Будем что-нибудь другое искать. Хотя вариантов практически нет. Ну и деньги у нас другие совершенно. Ничего страшного. Доброе утро, кофеек. Сейчас кофе пью и на поезд. Удалось лимануть пару часов. Нормально. Что день нам ведущий готовит. Поднимаюсь на перрон. Сам первый раз в жизни вообще еду на поезде до Владивостока. Ну, с аэропорта имеется в виду. Так, ну все, я прибыл во Владивосток, на ЖД вокзал. Сейчас пойду гляну на паромы, на склад временного хранения, издалека гляну. Не зря приехал. Захожу периодически в Грит кафе из ЖД вокзала. Ну, я знаю, что где-то, может быть, в других местах тоже что-то есть. Вот, здесь шаверма, шаурма, чай, кофе и тому подобное. Много всего вкусного. Сейчас поем и буду дальше думать, что мне делать. Давай шавуха, чаек. Сейчас попью. Так вот все выглядит. Довольно прилично. Вот это само здание железнодорожного вокзала.
Здесь же морской порт находится. Отсюда мы один раз плавали в Корею. И ходили, как правильно, ходили. Вот, это СВХ. Вон склад временного хранения. Там машины стоят на растаможке. Сейчас подойду и гляну. Здоровенный, как он там называется, я уже забыл, автовоз. Там пуки-пуки, муки-муки, вот так называется, я уже забыл. Боевая мощь, корабли. Вообще нравится мне на корабли смотреть. Погода вообще мне нравится, вот это вот дожди, воздух такой чистый, вдыхаешь прям легко так. Вот парусник Надежда. Частенько здесь он стоит. Это таможенный контроль за заборчиком. Сейчас машин мало, обычно тут многовато бывает. Владивосток сегодня выходной. Естественно, я на этом всем фоне должен запечатлеть себя. Летают эти чайки, голуби. Если начинаешь их кормить, то налетают, чуть ли не самого сжирают. Так что, так. Вот что меня поражает вот во Владивостоке постоянно, приезжаю, хоть я тут уже был 100 тысяч раз. Вот эта чистота, нету ни грязи, так, ничего нету, не месишь тут ничего сапогами своими, грязищу эту. Шиномонтажик чистенький такой, небольшой. Колесики его надо, пожалуйста, забортировали. Понятно, что оно везде есть такое, но вот это вот, ну, понятно, что тут и дожди, и влага, и все по-другому совершенно. И с горки тут все течет, там стекает в определенные там канавы и все это. Ну, можно же сделать, можно. В любом городе, пожалуйста, можно сделать. Сейчас подъедет человек на Прайда. Надеюсь, я с ним решу вопрос. Там цена, конечно, другая уже немножко, но это... В Иркутске у меня был тоже случай один. Я ехал за одной машиной, уехал на другой. Потому что пришел туда, даже человеку не звонил, к машине подошел и расстроился очень сильно. Что она, там, он говорил, что все хорошо там у него. А в итоге все было очень печально, скажем так. Надеюсь, этот случай, как говорится, не повторится сегодня. И все у нас будет хорошо. Так, ну вот я смотрел сейчас Прада. Вот он поехал. Потом, если я его заберу, я его более детально покажу на видео, из чего там салон состоит, как говорится. В принципе, машина не битая. Есть там пару моментиков таких. Ну, машина уже как бы это такого года не новая. Но, в принципе, нормальная машина. Так, а пока ожидаем, что скажет заказчик. Потому что телефон у заказчика отключен. Мне пришлось сейчас машину осмотреть, сделать выводы. Вот. И с заказчиком не могу созвониться, телефон отключен. Зашел в Седанка Сити. Сейчас покажу, потому что на улице дождь идет, мне негде скрыться от дождя. Вот жду, не знаю до какого времени буду ждать. Надеюсь, недолго. Такие машины тут стоят. Китайский джак. Ну это так, просто для интереса смотрю, что есть, какие тачки. Ну, закрыто. Джак да джак, что? Машина да машина. Не знаю, просто смотрю. Планшет там. Ну, кстати, салончик такой маленький, я бы сказал. Салончик маленький. 18-й тапочки.
такой вот автотранспорт. Вот, и еще там есть Атлас. И тоже, конечно, выглядит красиво все. Камеры всякие. Ну так-то красиво, в общем-то. Ну, к покупке не знаю. Пока бы повременил. Посмотрим, что люди будут говорить про эти машины. Поездят пусть сначала, а потом я скажу, стоит оно, не стоит. Ну, как во всех торговых центрах. Красиво все, музычка играет. Да, Макдональдс там и тому подобное. Еще в Калина Молл я зашел, тут на второй этаж идут такие милые создания. Выставка, продажа котеек. Пухают. Котейка спит. Ой. Такие маленькие. Такие маленькие тоже спят, отдыхают. Такой довольный. А этот недовольный. Вот довольный тоже котята. Все довольные. Вот этот самый довольный. Жизненный, да? Даже так позирует. О! И собачки тоже есть всякие разные. Вот. Давайте вот так вот сделаем. Здесь есть коротколапые, очень занятые люди. есть длиннолапые, есть бомбины, эльфы. Афонечка. Афонь. Афоня. Что там Ну, девочки у них намывают? сейчас банный день. Они банно покушали и намывают. Вот это голубоглазая девочка. Этот бомбина с короткими лапками. А вообще порода канадский свин. Награды всяческие. Вот маленький. Маленький. Ой. Смотри, какие милаши. И тут еще что-то есть. О, играем. Такая вот интересная выставка здесь. Кусочек милоты, видео, зарисовки. Так, по поводу, вернемся к нашим, говорится, к коням. По поводу машины. Все, мы приняли решение покупать 2013 года. Правда, один хозяин, вот этот золотистый. Сегодня они сейчас пошли там по делам по своим, эти хозяева. Я сейчас тоже скажу по своим делам, кое-что сделаю. И мы договорились встретиться уже в 6 часов вечера. Я буду его забирать. Потом сделаю небольшой обзорчик. Коллеги, это точно на Снеговой. Вот Рудневский мост впереди. Хочу показать немножко зарисовки Владивостока. Пробок пока нет, потому что выходной. Автовозы всякие стоят, грузовики. Тут еще кто не знал, тут дорога есть, вот где заправка. Такая полурабочая. Если там выселковая пробка, можно по рабочей за 5 минут съехать. А там будет стоять час, полчаса. Это лайфхак небольшой. Сейчас пойду в магазинчик схожу, кое-что прикуплю по запчастям. Самую малость. Так, а здесь у нас
речка, как и называется, я уже забыл. Довольно-таки неплохо напор. Сейчас дожди. Сегодня обещали весь день дождь, но что-то его не местами. Местами есть, местами нет. Проходная. Так, раньше здесь был Toyota центр, вот здесь вот, где Ивека. Это было давно и неправда. Возвращаясь на седанку, походил, что-то устал, что-то пообедать что-то было. Вот седанка. Народу больше стало. Все, видимо, отдыхают сегодня. Так, время у нас 6 вечера. Я вот жду, сижу до сих пор. Не забываем, во Владивостоке выходные. А это значит, что все закрыто. Все столовые закрыты, магазины половина закрыты. Автозапчастей, ну что-то работает, но мало. Вот. Люди все отдыхают. Вот и я жду. Сейчас они освободятся, приедут. Что вариантов больше нету. Сейчас загрузят колеса на счет. Все, я в хостел еду. Отдыхаю, завтра с утра уезжаю. Так, ребята, все, время 7 часов 25 минут вечера. Вот такую машину я купил сегодня. Не думал, не гадал, как говорится. Здесь пленка на фарах. Вот, пленка. Имеется недочеты, сразу говорю, чтобы там мне не говорили, что я там такой-сякой подборщик там или кто там, барыган, еще что-то. Стекло менялось, потому что в Приморском крае часто меняют стекла. Камни и тому подобное попадает. Кое-что где-то, но это все делается со временем. Смотрим на состояние машины, а не на вот точка там на двери, еще что-то. Это все моется и бреется, как говорится. Колеса зимние вот отдали. Так, что там? Где? Вот. Не видать, ладно, потом на свету. Эти не затертые ручки у нас. Все ровно. Книжка имеется по обслуживанию. Все мест. Болты дали, колпаки, тапочки. Вот. Ну чуть-чуть облезли, но ничего страшного. Айгаш, Якогама. Хорошая резина зимняя. Так, коврик, все имеется. Набор ключей, и там стропа лежит. Все ровно. Я уже все ее просмотрел. Сонары под полировку. Здесь нюанс небольшой. Ничего страшного. Ничего не вижу здесь такого криминального. Вот салон. Те, кто не верит в пробеги 80 тысяч 2013 годов, поверьте, они бывают, такие пробеги. Бывают. У меня RAV4. 17 год, пробег 28 800. Вы можете сказать, что это смотанный, но кто не верит, пожалуйста, не верьте. Под уборочку немножко здесь. Так, оп. Так вот. Под мрамор. Есть под дерево, есть под мрамор. Так, USB. Вот сюда. Bluetooth, музыка родная. Потолок. Все. Все, сейчас я поеду в хостел. Вот такая вот машина. Кстати, вот это литье не покоцано, живое прям. Да, вот немножко есть, но это ничего страшного не вижу. Вот воротинка прилетела, тоже все делается. Фары живые, камера переднего вида, кстати, есть. Вот такая вот машина. Так, кто заметил, что здесь вот что-то подгорело? 100%, значит, здесь идет где-то пленка здесь.
Я знаю. Так, и там слишком мощная лампа стоит. Надо поставить чуть-чуть. Вот вообще по каталогу идут 19 ватт. Здесь, наверное, поставили 50 ватт. Надо будет посмотреть. Вот. Такая вот машина. Доброе утро. Второй день. Голова у меня вообще капец заболела. Кашель. Состояние такое не очинское. Все, я на стоянке. Предрейсовый осмотр. Машину завел, масло проверил, все. Вернее, масло проверил, машину завел. Все осмотрел. Все хорошо. Машина разогревается, и все, еду в магазин, закупаюсь там немножко воды, витаминчики. Так, ну все, зашел я в магазин, купил себе лекарства в аптеке. В Самбери захожу. Время-то у нас уже 9 утра. Предстартовое состояние автомобиля. 1 мая. В Владивостоке тепло уже. Ну что, погнали, буду снимать по возможности. Когда болеешь, вообще ничего не охота не снимать, не фотографировать. Ну, поехали тихонечко. Короче, не успел записать. Вон какие-то путешественники едут на мотоциклах куда-то. Уже начался веломотосезон. Погода теплая, плюс 12 в Приморском крае и на Владивостоке. Вот они, я их догоняю немножко. Товарищи едут. В прошлый раз ехал, тут была пробка. Сегодня выходной, поэтому пробки нет. Вот, короче, замена идет мостовых этих. Мост, короче, делают. Ремонтируют. У меня бас вообще глубокий. Движение интенсивное. Все равно люди едут. Уссурийск, там в соседние селения. Вот еще один профессиональный водитель едет вот, на Жигулях. Ну, блин, камеру опять не успел включить немножко. Вот он на встречку так пытается выехать. Не знаю, чем он это думает. Прижимается сильно, прям потом раз, вроде левый руль. Вот, видите, чуть ли под грузовика лезет. Странный товарищ, ну, помереть хочет, наверное. Быстро очень. На повороте хочет обогнать. Там вон встречка идет, 2 машины. Он сейчас вот пошел на обгон. Молодец вообще, товарищ. Чем это способствует? Чем думает, непонятно. Давайте поснимаем немножко, что он там. И там встречка идет. Куда вот там что не видит. Это пришлось этому вон на обочину съехать. Да уж. Бедненький, все никак обогнать не может. В жопе прижался конкретно. Да. Интересно наблюдать за такими товарищами. Мне-то, конечно, без разницы, но блин, как так-то вообще. Всем привет. Сегодня у меня бас, прям оперный певец. Басовая версия. Так, ну что, я еду. Что могу сказать? Таблеточку я
таблеток, ну, там купил, не знаю, как называется, забыл. Выпил. Вроде полегчало мне немножко. Ночью спал вообще что-то. Просыпался мокрый весь. Тяжко, конечно, тяжко болеть в дороге. И в том-то и дело, что тебя никто и не поддержит, кроме родственников, морально. И все, и полежать, еще такого. Я за все время болел в дороге, ну, пару раз, может быть. Тяжело. Небольшой промежуточный пункт остановился. Хочу показать, что я взял в дорогу. Небольшой обзорчик. Так, небольшой у нас беспорядок. Это в подарок. Японский кофе, шоколадки, приморский кондитер, очень вкусные, с перцем, с миндалем, молочный. Пару яблок в дорогу, пару бананчиков, лимонадик михайловский. Так, что там? А вот витаминчики. Это Корея. И вот еще тоже такой. Так, это маме я взял. Солянка уссурийская, кстати, вкусная. Годами вкус не меняется, не портится. И себе я взял еще вот тоже солянка такая. Квас Арсеньевский. Очень вкусный. Так, это у нас Кука-7. Минералка очень вкусная. Так, и что тут еще? Салат из морской капусты. Это еще мало я взял, обычно я побольше беру. Так, что-то неохота было. Некогда было. Так, это мой друг, верный компьютер. Там у меня тапочки лежат. Потом я тапочки переодену. Рабочий беспорядок. Зонт брал, думал, дождь будет. В итоге ничего не было. Так, колеса вот так вот запаковал. Это не там. Ну и все. Вот. Тут тоже у меня небольшой беспорядок. Вот так, глазные капли. Сейчас покажу, как они выглядят. Это я в находке покупал вот такие вот. Что-то 400 рублей, что ли. Очень помогают. Вон целый этот арсенал лекарств. Это под голову одеяльце. Шмаковка, тоже вкусная вода. Это так, тряпку мочить. Просто не газированная. Ну и все. Вот такой вот небольшой обзорчик машины. Проехал Черниговку. Уже деревья цветут, уже листики. И вот впереди копейка тут. Иномарка. Классная. Еще это ездит. Когда вот у нас встречаешь такие машины, еще как-то это привычно, а когда здесь непривычно. И вот УАЗик еще. Потому что их мало здесь. Даже вот такая старая иномарка, вот микроавтобус старый, тоже привычно. А вот такие маленькие Жигули не очень. Объезд. Но этому объезду уже лет 300, поэтому это уже нормально, дорога ровная. Прадик. Кстати, музыка хорошая, так играет, долбит нормально. Косточка руль. Нормально. Единственное, что в этом автомобиле, его сильно так не берегли, как берегу их я. Вот. Я вытер все здесь, брал, пыли было много. Все убрал, чтобы было приятно ехать и не дышать всей этой пыли. Протер стекло тоже там, ну вот здесь вот снаружи. Ой, смотри. Черноватое было. Но люди не это сильно не заботились, как говорится.
Honda Freed, очень популярный автомобиль. Это в старом кузове еще. Какого года, я не знаю, 12-го, наверное. Там еще впереди едет тоже цепки. Ну, очень, из-за того, что цена не очень высокая, ну и состояние у них, в принципе, нормальное. Люди ездят, не жалуются. Так, посмотрим сейчас. Средний расход показывает 12,4. Сейчас еду соточку. Сейчас на Дальнереченске делают дорогу, вот отсыпали, разровняли. Наверное, лето сделают асфальт уже. Ну, летом. Тут заправка, я тут всегда заправляю. Сейчас не буду, потому что бак полный почти. Вот так вот. Работает строительная техника дорожная. Пробочка из дальнобойщиков, автовозов. Сразу 4 автовоза проехало пустых. Ой, а дальше-то там что у нас? Выходной, 1 мая. Целая очередь. Что интересно, каждую поездку вроде бы едешь, ну должно быть все одинаково. Постоянно все по-разному. То где-то дорогу делают, то что-то где-то перекопали, там объездные какие-то пути. И постоянно что-то вот строят. Вот сейчас покажу. Вот, будут, скорее всего, наверное, расширять будут дорогу. Вот. Постоянно что-то делают. Интересно, в общем-то. Да, начался знаменитый участок. Тут сколько километров? 30, наверное. Вообще печальный участок. Я в прошлый раз на равчике ехал, думал, у меня колеса спустили. Вышел, колеса целые. Короче, вот так вот. Сейчас они будут все плестись. Я не знаю, тоже, наверное. Ну, на прадике-то поживее, конечно. Прадик идет даже очень неплохо. По таким вот поверхностям. Грунтовые. Товарищи вон остаются. Ну, они меня, может, потом обгонят. Но не суть. Радик идет. Тот товарищ, он на Филдере, вообще странный. Чуть ли не под жопу подстраивается, потом начинает обгонять. Молодой там парень сидит. Еще не знает, как ездить, наверное. Ну, я в тот раз ехал, тут все было, во-первых, влажно. По влажной дороге, соответственно, сложнее. Сейчас она высохла, но более-менее. Он на камере тоже, как джип едет, не останавливается. Супер автомобиль. Там мы большую колонну объехали уже. А вон впереди автовоз идет. Медленно-медленно. Там еще пару машин. Фура. Вот такая хорошая трясучка. Так, это у него что? Омода. Омода китайская. Да, она интересно видит. Вот это тоже. Exit. Да, скоро китайцы заполонят. И будем на китайцах ездить. Блин. Наверное, доделают в этом году уже эту дорогу. Отрезок вот этот. Машина была
была чистая, сейчас она будет грязная. Ну а что делать? Идет вообще отлично. Я, кстати, не знал, но не думал, что там так будет хорошо идти. Например, RAV4, вот так он идти не будет. Ну, совершенно по-другому идет. И что RAV4, что... Ну, кто-то может и на легковой также идти. Там, наверное, от ходовки ничего не останется. Скорее всего. А вот интересно, грейдер, у него позиционирование GPS. Нанотехнологии в жизни. Летит. Подъезжаю Лучегорск. Энергетика работает. Дает свет, тепло. Уют. Дома. ВВП в стране дает. Все хорошо. Грандиозное сооружение, конечно. Так, что-то мы после Вяземского остановились. Что-то какая-то пробка. Что-то опять, наверное, делают дорогу. Опять. Только вроде всех обгонишь. И опять начинается вот это вот. Ну да, так и есть. Ремонтируют мост. Ну, что-то так жестко ремонтируют. Прямо пробка такая. Ну вот тут всего лишь работают, как обычно. Ну, что-то машин прям вообще много. О, собакен играет сапогами чьи-то. Гаишники стоят вон. Что там делают? Короче, на этом повороте было ДТП, смотрю, стекла там. А так никого нету. Неизвестно, что там. Вот и все. Ну все, наконец-то Хабаровск. Блин, 18:47. Что-то я просто устал как-то. И кушать хочется. Ведь я кушал-то сколько? В 7 утра только. В хостеле. Сейчас еще потерплю, еще пару часов как раз вечер будет. И у кальянчика вкусный обед. По традиции, опять же, через главную дорогу поеду, потому что неохота по пробкам там стоять. Сейчас посмотрю, сколько стоит денег. RAV4 стоил 160, а Prado, не знаю, может так же, может чуть подороже. Ну вот, все. Здесь пока без изменений. Все так же. Платная дорога. Едем направо, прямо туда Ильинка. Нам туда не надо. Хотя можно и туда было, в принципе, да, неохота. Пункт оплаты проезда. Давайте проедем. Сейчас квитанцию я возьму. Что-то я устал, ноги затекли. Ну и что он там? Долговато, что-то как-то долго все. Капец, она там думает очень долго. Да, нажимаем. Ой, рука короткая немножко, пофиг. Дорога в Самары Бразилия. Так, а что нажимать? Синенькую кнопочку, где пуш написан. Ну, нажал я ее.
А, все, спасибо, спасибо. Что-то я не то. А вы лучше поедете до конца поедете? Туда. Спасибо. Короче, что-то я тупанул сам тоже. Там непонятно какие-то кнопки. Короче, все тупят, я тоже затупил. Пожалуйста. Ладно. Так, ну я так полагаю, сегодня выпадал снег или вчера в Хабаровске. Вот 1 мая, на улице сейчас плюс 13. Так что еще зима не отпускает. Так, ну чё? Дотянусь я, нет? Дотянусь, наверное. Где-то. Дотянусь, дотянусь. Так, чё, кого надо-то? А, бабло. 160. Что-то тут я затупил. Как? Чё, кого, блин? Парольчик 160 рублей. Все. Окей. Окей. Все, погнали. Что-то нынче сегодня затупило. Обычно так нормально проходил, всегда без проблем вечером. Освещение другое, видимо, и все.